информацию, что он якобы сказал, что закон о Елбасову при первом президенте будет отменяться. Вот я видео просмотрел, не нашел такого. Вообще есть такая информация, что... Смотрите, логика очень простая. Я извиняюсь, что он немножко громко сказал, но я, на мой взгляд, профессиональный журналист, он когда задает вопрос, он должен провести какие-то изыскательские работы, посмотреть, находящийся в открытом доступе, опубликованный на многих сайтах состав рабочей группы по написанию, подготовке изменений и дополнений в Конституцию. Он есть, можете посмотреть, около 22 или 23 человек. В основном это юристы, конституционалисты, по-моему, 2 депутата и 1 представитель нашего законодательного сектора, аппарата Мажилиса от нас. В основном это цивилисты и конституционалисты. Когда они смотрели, я разговаривал с членами рабочей группы, они разные аспекты осматривали, и, естественно, у них была задача промониторить общественное мнение и так далее, посмотреть, на что сегодня люди при условии конституционной реформы обращают внимание. Поскольку этот кейс обсуждался, они подошли к этому исключительно с точки зрения закона. Закон понятен, да? Ни у кого не должно быть 2 прав и так далее. Почему там? Если у сенаторам передали право избирать членов от ассамблеи и так далее, вот эти все вещи, это связаны с такими нормами, которые создавали право 2 голосов. Это эксклюзии, это привилегии и так далее. Соответственно, возник вопрос, вообще в мире как это есть? Право, скажем, на абсолютную непререкаемость. Насколько я знаю, коллеги юристы говорят, такого нигде в мире нет, но я знаю, что из Конституции Брунея записано, что султан Брунея, Балтиях, не может ошибаться. У нас же нечто такое же было, если честно. Поэтому они посмотрели, говорят, это вообще противоречит конституционному вообще. Есть буква закона, есть дух закона. Это противоречит и букве, и духу закона. Соответственно, вот нормы, где прописаны привилегии, иммунитеты и эксклюзии, которые не должны быть у любого гражданина, даже у экс-президента, этого не должно быть в Конституции. Поэтому они внесли нормы, которые 91-я статья, если мне память не изменяет, еще какие-то статьи внесли изменения, предлагают их удалить, то есть изъять с нынешней Конституции. Она сбалансирует. И, соответственно, если эти нормы уходят, то уходит написанный на их основании закон об Елбасы, закон о первом президенте, как вы понимаете. Он сейчас обладает статусом конституционного закона, и я считаю, что поскольку этот закон есть, не очень корректно ни с вашей точки зрения журналистской, ни с нашей точки зрения депутатской его либо комментировать, либо пытаться противопоставить депутата, скажем, основанием конституционного закона, даже если он плохой. Поэтому я думаю, что коллеги-журналисты как минимум должны понять, в эти ситуации, в которой находятся депутаты, как вы знаете, мы не имеем права комментировать уголовные дела конкретные, мы не имеем дела комментировать судебные решения, хотя и сплошь и рядом это делаем, по сути. Если мы начнем туда влезать, если мы сейчас с вами пойдем в Верховный суд по какому-то делу, они имеют право вызвать полицию или прокурора и сказать, что я нарушаю закон. А по срокам, когда это пойдет на утрату, этот закон? Вначале будет Конституция, и, скорее всего, это будет, если мы успеем... В этой сессии? В этой сессии, либо в начале той сессии. Либо до лета, либо в начале осени, да? В начале сентября, скорее всего. Потому что, понятно, что по процедуре изъятия закона она проще же все-таки, там будет одна статья буквально, отменить то-то, то-то, и какие-то переходящие положения, что или разъяснения и так далее. Поэтому я думаю, он достаточно быстро пойдет. В январе же мы закон о Совбезе и так далее поменяли, достаточно быстро. По-моему, 4 или 5 заседаний рабочей группы, и, в принципе, этот вопрос решился. Я думаю, такая же скорость, наверное, и будет. То есть, грубо говоря, в начале сентября, в конце, до лета, смотрите, в любом случае, Назарбаев может лишиться. До 1 января 2023 года будет действовать нынешнее положение Конституции и законодательства. Даже в разъяснении, которые в переходящих положениях нынешнего законопроекта о внесении изменений и дополнений в Конституцию, поставлен такой порядок. То есть в любом случае вначале Мажилис будет рассматривать, потом будет рассматривать Сенат. Это где-то месяц-полтора займет точно. В итоге гражданин Нурсултан Назарбаев утратит свою неприкосновенность. Это правильно я понял? Если примут эти нормы. Привилегии и иммунитеты, которые предусматриваются нынешней Конституцией и нынешним конституционным законом, они уйдут в небытие.
Но Султан Абишевич, во-первых, переходит в разряд истории, по факту, да, даже по той норме, которая сейчас вроде вызывает какие-то споры, но я считаю, она закономерна. Закономерная позиция, в итоге история нас рассудит. Но, скажем, на него будут распространяться ровно те же требования закона, которые будут относиться и ко второму экс-президенту, и к третьему, и 8-му, и 19-му, и 44-му, и, дай бог, 101-му. Понятно. Спасибо.